Доброе утро, уважаемые зрители. Якутия-24, утро Якутии. Вновь вместе с вами встречаем наступивший день, 29 мая на календаре. Действительно, сегодня четверг, практически конец рабочей недели, еще немножко, и впереди нас ждут отличные, такие уже, можно сказать, летние выходные. Ну а, собственно, сегодня, как всегда, мы на телеканале Якутия-24 НВК Саха приветствуем всех наших дорогих и таких любимых утренних пташек. Да, ну и дополню твои практически выходные, практически конец мая, 2 дня осталось, и действительно начнется наше долгожданное северное тепленькое лето. Мы его заждались, хотя уже начинает оно у нас подгревать последние дни. И вот узнаем, сегодня нам ждать летней такой погоды или все-таки будем дожидаться уже июня и, как говорится, греться там. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 20 градусов. В Заречной группе 17-25 выше 0. В Южных 19-28 градусов тепла. В Вилюйской группе 4-15, в Нижнеленских 18-23. В Западных 2-9 градуса тепла. В Колымы-Дигирской группе Лусов 3,27 со знаком плюс, в Янских 19-28 выше 0. На северо-западе минус 3, плюс 1. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке плюс 16 градусов. Атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба. Ветер восточный от 1 до 5 метров в секунду. Сегодня днем ясно, без осадков. Ветер юго-восточный от 1 до 8 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до плюс 25 градусов. Ну а начнем мы наш эфир сегодня с милых новостей из мира животных. В Грузии от забоя спасли поросенка, который радовался выпавшему снегу. В апреле 2025 года в сети завирусилось видео, снятое в Грузии, на котором свинка выглядывает из окна, чтобы взглянуть на снег и полюбоваться им. Животное выглядело настолько трогательно, что сразу же стало героем, а точнее героиней сетей. Сначала ей дали прозвище «свинка-мечтательница», а потом и имя Груту – «хрюканье» с грузинского языка. Совсем недавно стало известно, что активисты решили собрать деньги, чтобы выкупить Груту у хозяина и спасти ее от возможной гибели. Совместными силами людям удалось за короткий срок собрать более 47 тысяч рублей. Этой суммы хватило на выкуп свинки и на переезд Груты в Тбилиси, а также на ее содержание. Сейчас известно, что спасенная свинка живет свою лучшую жизнь у одной из активисток в доме с просторным садом. Груту уже успела похулиганить, захотела пробраться к соседям и сломала забор. Хозяйка надеется на то, что Груту проживет долгую и счастливую жизнь. Не знаю, как тебе, Паша, но по мне так милота милейшая. Ну ты погляди на нее. Ей так хотелось жить. Такое ощущение, как будто бы она снег впервые видит. Ну, как бы, если мы говорим все-таки про Грузию, да, это относительно южная страна, но относительно нас, нашей Якутии. И, возможно, действительно, свинка впервые видела снег и такая, что это ей было ты знаешь, интересно. вот этот снег и спас ей жизнь. Да. Теперь у нее есть хозяйка, и она живет в прекрасном доме. Вот как сложились метеоусловия. Да. Ну а тем временем у нас в Якутии проснулись медведи. В Ленских столбах фотоловушки поймали первых косолапых после спячки. Скрытые камеры запечатлели кадры того, как в национальном парке Ленские столбы после долгого зимнего сна медведи вышли на разведку, чтобы подкрепиться и осмотреть свои владения. Эти мохнатые ребята были замечены в живописном уголке Кимде. Сотрудники парка напоминают, что при встрече с хозяином тайги важно не паниковать и соблюдать правила поведения в дикой природе. Вот с таких новостей из мира животных мы начали наш эфир, ну а далее наши коллеги из информационной службы расскажут уже о новостях, произошедших о событиях, точнее, произошедших в республике и за ее пределами в том числе. Доброе утро, Якутия. Последние новости к этому часу. Пенсионеры, которые должны были получить пенсию после 12 июня, получат ее досрочно из-за длинных выходных. День России приходится на нерабочий день, и это влияет на привычный график зачисления пенсионных выплат. Для того, чтобы граждане, чьи выплаты обычно приходятся на период с 12 по 15 число месяца, не столкнулись с задержками, Социальный фонд России организует досрочную отправку средств. Пенсии перечислят уже 10 или 11 числа, причем речь идет о стандартных ежемесячных выплатах, начисляемых по линии обязательного пенсионного страхования.
Объявлен старт программы по запуску автоматизированной информационной системы пенсионного и социального обеспечения для военнослужащих и членов их семей. Система обеспечит автоматизацию процессов пенсионного обеспечения и ускорит процесс назначения и выплаты военным пенсионерам положенных видов пенсий, пособий и компенсаций. Старт работы системы планируется во всех комиссариатах военных округов России. 34 муниципальных образования в Якутии участвуют в конкурсе по отбору объектов благоустройства общественных пространств и территорий. В этом году изменились условия участия в конкурсе. Теперь обязательным условием стало участие в голосовании. Для республики установлен показатель не менее 85 тысяч проголосовавших. На сегодняшний день проголосовало 60 092 человека. Процент очень достаточно хороший, вот, тем более сейчас уже теплое время года, и, конечно, жители вовлекаются и участвуют в голосовании. Но при этом я призываю всех жителей республики голосовать за свои общественные пространства, за общественное пространство республики. Это позволяет возможность такая, значит, и принять активное участие в жизни и в развитии территории своей республики. С 28 мая и до конца навигации между Якутском и Нижним Бестяхом будет курсировать теплоход «Виктор Рукавишников». Судно будет выполнять как трансферные, так и маршрутные рейсы. Отправление из Якутска запланировано на 9, 14 и 18:30, а из Нижнего Бестяха на 11, 16 и 20 часов. При большой загруженности на помощь теплоходу «Рукавишников» на маршрут выйдет судно «Московский 11». Отмечу, что перед началом навигации теплоход прошел все технические осмотры, а на самом судне сделали косметический ремонт. У нас проезд стоит 500 рублей. Дети до 5 лет ездят бесплатно. С 5 до 12 лет ездят со скидкой 50%. Также ветераны, участники боевых действий, они тоже ездят со скидкой. Он работает как трансфер, то есть он утром забирает пассажиров поезда с Нижнего Бестяха, а в обед он забирает пассажиров поезда на поезд. Вот люди, которые следуют далее, он забирает рейс в 14:00. В Якутске стартовал региональный летний фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. В его рамках собралось более 130 участников в возрасте 12-15 лет из 13 районов республики. Всего юным спортсменам необходимо пройти 10 этапов, включающие в себя проверку силы, ловкости и выносливости. Так, в первой половине дня судьи оценивали детей в гибкости при наклонах вперед стоя, подтягивании, отжиманиях и прыжках в длину с места. Победные результаты участников ГТО принесут им не только путевки на всероссийский этап, но также войдут в зачет спартакиады учащихся спортивные якутяне. Мы продолжаем наш утренний эфир. И сейчас поговорим на такую тему, которая, мне кажется, касается многих из нас. В наше время мы все чаще работаем за компьютером и ведем сидячий образ жизни. Да, и вообще утреннее пробуждение у многих у нас происходит с трудом. Еще сложнее заставить себя встать с кровати и заняться подготовкой к рабочему дню. Чтобы взбодриться и быть готовым к новым свершениям, многие начинают день с чашечки кофе. Однако есть наиболее эффективный способ и решение этого вопроса. Специалисты советуют сразу после пробуждения сделать зарядку, а лучше сделать зарядку-растяжку. Всем доброе утро! Меня зовут Виктория, я фитнес-инструктор. Сегодня я вам покажу комплекс растяжки. Для этого нам понадобится кирпичик. Если его у вас нету, можно заменить на книжку, например, второй том «Война и мир». Первое упражнение – исходное положение. Ножки чуть шире плеч, носочки диагонально. Мы делаем вдох, выводим наш кирпичик наверх. На выдохе мы опускаемся с ровной спинкой, важно лопатки свести. Округляем нашу спинку и с круглой спинкой поднимаемся наверх. Вдох, на выдохе мы снова спустились. Округлились. Вдох, выдох. Округлились. Вдох, выдох. Очень эффективное упражнение на раскрытие грудного отдела, поэтому важно соблюдать сведение лопаток. Еще 4, 3, 2, 1.
Выполняем 12 раз, 3 подхода. Исходное положение то же самое. Ножки чуть шире плеч, носочки диагонально, кирпичик выводим также наверх, но мы здесь добавляем наклончики в сторону. Делаем вдох, лопатки свели, на выдохе мы наклонились вправо, развернули корпус в центр, переместились влево, развернули, выросли обратно. Выдох, вернулись, вдох. Выдох. Важно, когда мы перемещаемся по центру, кирпичик тянется в потолок. Ни в коем случае мы его не заваливаем. Еще 4, 3, 2, 1. Следующее упражнение. Наш кирпичик мы кладем на передний край коврика. Рабочая ножка встает с пяточкой на задний край коврика. Левую ножку мы кладем на кирпичик, делаем вдох и на выдохе начинаем выполнять сначала пружинистые упражнения. Делаем вдох, на выдохе каждый раз все ниже и ниже спускаемся. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Сделали вдох. На выдохе максимально ушли вниз. Зафиксировались на 8 счетов и стараемся расслабить наши связки. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Аккуратно поднимаемся. Такое упражнение повторяем 3 подхода, 8 раз пружин и 8 раз фиксация. Далее меняем ножку. Комплекс нашей растяжки подошел к концу. Выполняйте растяжку с помощью кирпичика каждое утро и будете иметь пластичное красивое тело. Всем хорошего дня! Ну, а во всем мире сегодня отмечают День здорового пищеварения, и это очень кстати, ведь с приходом лета наш рацион значительно меняется. В него добавляются больше фруктов и овощей, что, конечно же, несет огромную пользу, но, как правило, может вызвать и нарушение работы нашего с вами пищеварения. Как наладить работу кишечника, а также как снизить риски заболевания ЖКТ, сегодня нам расскажет наш утренний гость. Это главный внештатный детский специалист-гастроэнтеролог Республиканской больницы номер 1 Наталья Николаевна Иннокентьева. Доброе утро, Наталья Николаевна. Доброе утро. Ну, тема здорового пищеварения сейчас, конечно, как никогда актуальна, потому что мы все как бы за здоровый образ жизни, да, и в большинстве случаев практически, наверное, каждый из нас рано или поздно сталкивается с какими-то проблемами, связанными с ЖКТ, да. Но вот всевозможные, наверное, завтраки, перекусы тому виной. И мы, кстати У нас говоря... при этом все, мы же в этом ключе еще очень сильно ориентируемся на здоровое питание именно детей, Да. потому что, ну, как бы детское здоровье мы стараемся беречь, даже если свое порой упустили. И вот, опять же, возвращаясь к перекусам, как правило, ребенок, он, опять же, там, не настолько там самоконтролем, да, занимается. К чему все это может К привести? чему все это может привести, да, наличие таких продуктов? Да, очень важно, что взрослые контролируют рацион ребенка, потому что сейчас у нас доступных продуктов очень много. В любой магазин зайди, там обилие разных сладких перекусов, сладких напитков. И в первую очередь, конечно, родители должны обучать, то есть воспитывать ребенке правильное пищевое поведение. Пищевое поведение, к сожалению, не формируется в 7 лет, оно формируется буквально с рождения ребенка. Вот ребенок родился, его начали кормить материнским молоком или молочной смесью, потом ввели прикорм, и уже с момента введения прикорма мы формируем пищевое поведение ребенка. То есть если мы его будем перекармливать сладостями, у него в конце концов исказится вкус, то есть будет отвращение к белковым продуктам, то есть к мясу, яйцам, к рыбе. И дети будут, ну, естественно, будут хотеть только сладкое. Поэтому воспитание, привычки, это идет от родителей. На примере Вот родителей. Немножко примере еще родителей. хотелось бы, да, вот уточнить в этом моменте, да, вот говоря про прикорм, некоторые родители же начинают, ну, тоже как бы в какой-то степени и ребенка хочется побаловать, ему там разнообразие вкусовое показать, и вроде бы безобидно начинают давать фрукты, а вот переизбыток фруктов может к такому же привести? Да, переизбыток фруктов может перевести к банальному вздутию живота и диарее. Да, потому что поэтому у каждого продукта есть своя норма,
через которую лучше не переходить. Все должно быть дозировано, да? Да, меру. дозировано. Ну а если говорить все-таки про такую очень частую вещь, как пищевая аллергия у детей, да, вот давайте раскроем немножко эту тему. В последние годы пищевая аллергия, конечно, у нас вышла на первое место. Пищевая аллергия – это то, что вот мы съели, попало в ЖКТ, всосалось и вызвало какие-то неприятные реакции. Да? Первое проявление пищевой аллергии – это, конечно же, нарушение стула. Это либо жидкий стул, либо закрепление стула. Это может быть еще рвота. А также очень часто распространено это кожные проявления, да, как аллергия. Мы вот что-то съели, кишечник это все всосал, и может быть какая-то кожная реакция. Но реакция у нас аллергическая бывает чисто на белок, то есть на белок яйца, молока, там, арахис, а также бывает еще реакция на гистамин. То есть если мы переели просто бананов, который является продуктом с высоким содержанием гистамина, тоже может быть сыпь, но это не является аллергией. Это реакция такая. А если говорить про аутоиммунные заболевания, да, это уже, наверное, все намного серьезнее. Да, аутоиммунные заболевания, к сожалению, тоже у нас идет тенденция к росту. Мы уже несколько лет занимаемся проблемами воспалительных заболеваний кишечника. Это болезнь Крона, это язвенный колит. И, к сожалению, с каждым годом становится детей больше. Это очень тяжелые болезни, которые поражают каждый отдел ЖКТ, то есть от полости рта, заканчивая перинальной областью. Поэтому аутоиммунные заболевания лечатся достаточно серьезно. И обязательно в лечении аутоиммунных заболеваний играет большую роль питание. Ну вот говоря про здоровое питание и вот про тягу сладкого у детей, потому что плохому учишься быстро и так далее, как вот вообще, какие правила здорового питания можно порекомендовать, которые могут позволить, там, допустим, снизить тягу к сладкому у детей? То есть, ну, к примеру, кто-то из родителей, да, понимает, да, ребенок у меня там сладким злоупотребляет, да, возможно, моя вина в этом есть. Можно ли обратить процесс вспять? Да, можно. Сначала мы переходим на природные сладости. Это пастила, это всякие мармеладки, которые не содержат лишнего сахара. Да? Есть специальные такие шоколадки, которые без сахара. Мы переходим на эти продукты, потом и вовсе убираем, стараемся убрать эти продукты. Если мы говорим про сладкие напитки, то мы переходим тоже на натуральные морсы, компоты и пытаемся, конечно же, объяснить ребенку, что это неправильно, да? Ну, тут, наверное, на всякий Нежелательно. случай уточнение про натуральные, как бы не путать с натуральными соками пакетированными. Не путать. Натуральные – это вот то, что я говорю, это морсы, то, что вы сделали, и компоты, которые сварили. А что необходимо вот сейчас добавить в рацион ребенка в связи с летним сезоном? Да? Потому что сейчас многие родители, опять же, из-за своей огромной любви к своему чаду, начинают говорить о том, что ешь ты ешь огурцы, помидоры с утра до вечера, ешь обязательно ягоду с кустов. И, соответственно, ребенок забывает немножко про то, что существует вообще мясо. Вот тебе Надо мешок есть. огурцов, и это только на завтрак. Нет, подожди. И самое интересное же, есть еще такая оговорочка, что лето у нас короткое, надо успеть получить все витамины за этот срок. К сожалению, за этот короткий срок, конечно, мы не успеем накопить большое количество витаминов, потому что витамины должны поступать каждый день. Да? Есть водорастворимые витамины, есть жирорастворимые. Летом мы должны запасаться жирорастворимым витамином, то есть витамином D. Это гулять на солнышке, кушать еду буквально с грядки, которая растет под солнцем. Да? И как раз-таки вот водорастворимые витамины, фолиевая кислота, зелень накопить сложно, но поднять свой уровень фолиевой кислоты в крови возможно. Ну вот и говоря про расстройство желудка, допустим, какое-то, эпизодическое, то есть, да, там, переели, не доели и так далее. И вот все-таки, если оно случилось, как его можно отличить от реально действительно там какой-то кишечной инфекции серьезной, да, и можно ли вообще самому определить, там, это можно лечить там условно в домашних условиях самому или вот типа всегда лучше обращаться к врачу? Обычное функциональное расстройство – это разовая акция, да? То есть вы сходили в туалет, или ребенок сходил в туалет, может он два раза сходить, 3 раза, и все, на этом закончилось. Если у ребенка рвота, если у него жидкий стул более 3 раз, если у ребенка поднялась температура, появилась какая-то сыпь, это повод обратиться к доктору обязательно. То есть это совершенно такие простые, золотые правила, да, каждого родителя. Ну и еще такой вопрос. Ну а вообще, если все-таки
говорить о том, что состояние резко ухудшилось вот в моменте, да, то здесь какие должны быть звоночки первые, вот, если прям очень серьезное острое отравление? Ага, если отравление, это у нас, конечно, как раз-таки идет сезон стрептококка, стафилококка, пищевая токсикоинфекция, да. Это сразу, ну, вот, как говорится, поплохело. Живот заболел, может начаться рвота. В таких случаях лучше, если началась резкая рвота и резкие боли в животе, вызвать скорую помощь и родителям самостоятельно не давать никакие таблетки. То есть не обезболивающие, не противорвотные, никакие таблетки, которые могут смазать симптоматику заболевания и как-то вот направить врача не в ту сторону, да, или вообще пропустить там, не дай бог, хирургическую какую-нибудь ситуацию. Поэтому, если такая ситуация, вы можете дать ребенку только попить. Попить. Своим самолечением не заниматься. Да. Наталья Николаевна, спасибо большое за беседу, действительно интересную, актуальную, потому что лето все мы знаем, сезон такой, не только у детей. Нет-нет, где-нибудь что-нибудь не то можно всегда съесть, а иногда просто с непривычки. Ну и мы уверены, что благодаря вашим таким советам сегодня утренним многие родители прислушаются и обратят внимание на это, и сезон лета 2025 для наших детишек пройдет, ну, как минимум, здорово и здорово. Да. Спасибо. Ну а помимо Всемирного дня здорового пищеварения, еще один сегодня веселый есть такой праздник, отмечается. Это день «Положи подушку на свой холодильник». Хотите верьте, хотите нет, но класть подушку на холодильник – это старая традиция, которая ассоциируется с удачей и процветанием. Это особый день, созданный для тех, кто верит в удачу. Праздновать легко и весело этот день. Просто положите подушку на холодильник. Ну а теперь давайте узнаем, чем же еще отмечен этот день в календаре. На календаре 29 мая – День военного автомобилиста Вооруженных сил России. День ветеранов Таможенной службы России. Всемирный день здорового пищеварения. По народному календарю Федор Житник. В народе Федора прозвали Житником, поскольку его праздник считался последним днем, подходящим для посева яровых. Так и говорили: у житника забота, ячменное поле заборонить. На Федора непременно зацветала рябина. По этой примете люди узнавали о том, что летнее тепло окончательно установилось и более не сменится заморозками. Тем более, что черемуха – главная предвестница холодных утренников. К этому времени она уже отцвела. Этот день в истории. В 1900 году зарегистрирована торговая марка «Эскалатор». В 1903 году в Петербурге состоялось торжественное открытие Троицкого моста через реку Неву. 1953 год. Впервые покорена Джомолунгма – высочайшая вершина на Земле. В этот день родились Освальд Шпенглер, немецкий историк, философ, идеалист. Джон Кеннеди, 35-й президент США с 1961 по 1963 годы, американский политический деятель. Игорь Дмитриев, советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР. Галина Федорова, заслуженный работник Республики Саха-Якутия, отличник культуры Республики Саха-Якутия, почетный гражданин Хангаласского улуса. Александр Абдулов, советский российский актер театра и кино, кинорежиссер, народный артист России. Именины сегодня отмечают Александр, Аркадий, Георгий, Ефрем, Модест, Муза, Николай, Петр, Федор. Тем временем хотелось бы отметить, что нашу утреннюю семейную программу смотрит вся республика. Как в отдаленных уголках, так и в крупных городах. И это отрадно. В некоторых крупных городах, таких как, допустим, Мирный, Нерюнгри, Алдан, имеются и наши филиалы. И это огромный плюс. Ведь именно благодаря работе наших коллег мы можем узнать, как и чем живут города нашей республики. Да, вот, например, в городе Мирный вот уже много лет работает детская школа искусств. Ежегодно учащиеся музыкального и художественного отделений становятся победителями международных и всероссийских мероприятий. В чем секрет успеха мирнинских талантов, узнали наши коллеги. Марина Семенова закончила класс фортепиано, проучившись 8 лет. За это время у нее накопилось множество достижений в музыкальной сфере, и она окончила школу с красным аттестатом. Я должна была сначала пойти на вокальное отделение, но меня отправили на фортепианное. Я попала на фортепианное. Я думаю, что мне очень пригодится музыка в жизни, что она очень завлекает, она что очень красиво.
это Денис Миненюк. Он завершил обучение в классе скрипки, проучившись 4 года. Кроме скрипки, он умеет играть на пианино и других струнных инструментах. Его мечта – профессионально играть на гитаре. Меня всегда тянуло к струнным инструментам. У меня был выбор между виолончелью и скрипкой, но так получилось, что первой в руки попала скрипка именно. А там дальше все вот пошло. Александру Якушеву преподаватели помнят с самого детства. Когда она впервые пришла в школу искусств, ее почти не было видно за огромной виолончелью. Она также закончила школу с красным аттестатом. Ну, я учусь 8 лет здесь все. Выезжала на другие конкурсы за пределами Мирного. Я не жалею, что закончила. В целом, этот учебный год в школе искусств оказался очень урожайным на талантливых выпускников. За плечами юных музыкантов годы усердных занятий, ярких побед и незабываемых впечатлений. Детская школа искусств города Мирного в этом году выпустила 100 выпускников в городе на музыкальном художественном отделении и 20 человек в наших филиалах в Алмазном и в селе Тасурях. Хорошие и отличные результаты дети показали на итоговой аттестации. Мы очень довольны. За более чем полвека своего существования Мирнинская детская школа искусств воспитала почти 2000 юных талантов, многие из которых продолжают свой творческий путь, прославляя родной город. Сегодня школа располагает всеми необходимыми условиями для качественного учебного процесса и раскрытия творческого потенциала своих воспитанников. Здесь царит атмосфера вдохновения и поддержки, где каждый ученик может раскрыть свои способности и найти свой уникальный голос в мире искусств. Анна Васильева, Мирный. Как все-таки здорово, когда ребенок увлеченно занимается музыкой. Ведь музыка – это универсальный язык эмоций, это золотой ключ к человеческому сердцу. Все дети талантливы, но в разных сферах. Но как хотелось бы, да, нам, родителям, все-таки, чтобы такие таланты стали не просто хобби и увлечением, а выросли в будущую любимую профессию. Об одной из таких, кстати, интересных историй расскажем далее. Доброе утро, меня зовут Юля, я мастер гончарной мастерской. С детства мне нравилось лепить и рисовать, поэтому я выбрала обучение в художественной школе и далее в художественное училище поступила на отделение керамика. Я училась там одна, но мне это не помешало. Наоборот, это было довольно-таки хорошо, то есть это было как индивидуальное обучение. После обучения я сразу начала работать мастером. Работаю в мастерской уже ровно год. Провожу здесь мастер-классы. Работа мне очень нравится. Я довольно-таки творческий человек. Мне всегда нравилось рисовать и лепить, поэтому я бы, наверное, не смогла работать в офисе, все время сидеть, и там скучно. Работа начинается с того, что как сюда приходишь в мастерскую, нужно подготовить глину, рабочее место, посмотреть, работает ли круг. Далее человек пришел и хочет сделать, допустим, кружку. Я в этом деле ему помогаю. То есть, чтобы от и до кружка у него получилась, не сломалась, не разбилась и была уже готова к тому, чтобы пить из нее уже. Мне нравится моя работа тем, что когда сидишь за гончарным кругом, поднимаешь стенки изделию. Это такой медитативный процесс, в котором забываешь все свои проблемы. Особенно радует, когда люди приходят и прям хотят сделать что-то. Я им в этом деле помогаю, и потом, когда выдаю изделия, они такие счастливые, уходят радостные. Так приятно. Эта работа довольно-таки творческая, то есть тут не нужно сидеть за компьютером, но спина все равно устает из-за того, что то сидишь за кругом, скрючившись, то бегаешь туда-сюда, чтобы глину принести, либо еще что-то. То есть физическая сила нужна. Ну, как и во всех работах, стрессоустойчивость. Ну, еще здесь нужна мелкая моторика, чтобы все-таки лепить. Быть гончаром, быть мастером по глине – это всегда больше как набивание руки, то есть это всегда опыт. Чем больше сделаешь, тем лучше у тебя получится. Я бы хотела посоветовать школьникам и вообще всем людям,
что нужно следовать зову своего сердца. То есть, если вы хотите заниматься этим, то почему бы и нет? Не слушайте мнения окружающих насчет того, что это несерьезная, допустим, работа или что-то в этом роде. Если вам нравится это, то продолжайте заниматься тем, что вы любите. Как же замечательно, Паша, да, когда человек любит свое дело. А ведь выбор профессии – это, конечно, дело не из легких. Ну да, вообще вроде бы совершенно простое слово, да, выбор. Но как много всего в нем заключено. Вот сделать выбор, это что может быть проще, да? И вот парадокс, чем больше у человека вариантов, тем сложнее выбрать что-то одно. В какие-то моменты решение, конечно же, дается нам легко, мы можем даже не сомневаясь сделать это автоматически, но в отдельных ситуациях нам сложно принять решение. Чаще всего проблема встает при выборе, например, товаров в магазине. Да, вот Евгений Никифоров поделится с нами полезными советами при выборе одного из самых популярных средств передвижения в мире. Здравствуйте, друзья! Наступил летний сезон, и, конечно же, одним из самых популярных, самых полезных и интересных видов транспорта на лето является велосипед. Это демократично, это полезно для здоровья, это динамично и здорово. Но как же правильно выбрать велосипед? Дело в том, что великое количество моделей разнообразных типов, размеров велосипедов ставят первого покупателя в тупик. Сейчас мы попробуем рассказать, по каким критериям правильно выбирать велосипед. В первую очередь мы отталкиваемся от размера рамы. Да, каждый велосипед имеет размер свой определенный, так же как обувь, так же как одежда. И главное выбрать подходящую раму. В первую очередь это делается таким образом. Когда вам приглянулся какой-то велосипед, вы видите его, первое, что нужно сделать, это встать на ноги над рамой. Сейчас мы попросим нашу потенциальную покупательницу это сделать. Встаем просто над рамой велосипеда, я держу, помогаю. Так. Не-не-не, встаем на землю. На землю? Да, вот. И вот в таком положении здесь важно, чтобы у нас человек не висел на раме. То есть, грубо говоря, между верхней трубой рамы и человеком должно хотя бы проходить 1-2 пальца. То есть вот если ты сейчас стоишь, Даша, и не висишь, можешь стоять, вот эта вот рама по размеру подходящая. Часто бывает так, что человек зашел, взгромоздился на раму, давайте покажем этот пример, и рама ему великовата. Это можно понять по очень простому принципу. Вот здесь у нас, например, рама размером побольше. Делаем то же самое. Встаем. И здесь уже высота, вот видите, не позволяет комфортно стоять. То есть, когда стоит у вас человек или ребенок на носочках, это уже слишком большой размер. От него следует отказаться, потому что будет некомфортно и даже опасно ездить на велосипеде. Итак, мы определились с размером рамы. Вот он. Далее, безусловно, нужно попробовать прокатиться. Но для того, чтобы это сделать, нужно правильно настроить высоту седла. Высота седла настраивается следующим образом. У большинства велосипедов седло регулируется на быстрозажимном зажиме, так называемый эксцентрик. Очень большой диапазон высоты. И нам необходимо настроить седло таким образом, чтобы, сидя на седле, нога в нижнем положении, когда педаль находится на 6 часов, была выпрямлена. Сейчас мы опять попробуем это продемонстрировать. Здесь уже нужно сесть на седло хотя бы одной ногой. Вот. Смотрите, видите, нога в колене выпрямлена. Это правильная посадка. Если седло опустить ниже и нога будет сгибаться при нижнем положении, это приведет к болезненным ощущениям и в дальнейшем, может быть, даже к травмам колена. Еще один важный момент – это настройка угла установки руля. Часто бывает, что из магазина велосипеды приходят вот в таком состоянии, может быть, или транспортировочное состояние руля может быть таким. Нам важно настроить его таким образом, чтобы пользоваться рычагами тормоза и переключения передач было удобно. Приблизительно правильное положение – это когда пальцы рук находятся под углом 45 градусов вниз. Таким образом, сидя на руле, сидя на велосипеде, вам будет удобно нажимать без нагрузки. Если же руль будет стоять так, то у нас получается нагрузка на кисти будет очень сильная и неправильная. Выставляем руль правильно. Важно еще поставить его здесь по центру. Смотрите, бывают специальные меточки, чтобы его не перекашивало влево или вправо. Настраиваем под себя. В дальнейшем это все можно будет скорректировать, потому что анатомия, конечно же, у людей разная. И простым движением инструмента, к слову сказать, в обслуживании велосипеда используется разное количество шестигранников. Шестигранники разного размера. Никаких особых ключей не нужно. Достаточно вот такого складного мультиинструмента, который позволит вам 90% велосоединений
ослабить или наоборот затянуть. Так можно будет ехать безопасно, комфортно и, главное, удобно для вас. С выбором двухколесного друга мы определились. Надеюсь, что этот летний сезон для велосипедистов пройдет на ура. Ну а тем временем сезон отпусков в разгаре, и тысячи туристов сталкиваются с вопросом, какой чемодан выбрать, чтобы путешествие прошло без стресса. Голова идет кругом от множества моделей, материалов, размеров и видов. Сегодня мы расскажем, на что нужно обратить внимание при покупке хорошего, качественного чемодана. Ведь это все-таки инвестиция в будущие приятные и комфортные путешествия. При выборе чемодана наиболее важным является то, чтобы он был адаптирован к условиям, в которых мы путешествуем. Предпочтительнее выбрать модель более современную, проверенную временем и с официальной заводской гарантией. Даже относительно недорогой чемодан тоже может быть хорошим при условии, что он сделан из прочных материалов. Показатель качества – это как минимум гарантия от 1 года и выше. Перед покупкой обязательно чемодан надо проверить на целостность, на то, как работают механизмы. Допустим, прокручиваем чемодан, проверяем выдвижную ручку, она не должна болтаться. Первое правило при выборе чемодана – определитесь с размером. Есть маленькие, средние и большие чемоданы. Для короткой поездки подойдет компактная модель на 20-40 литров. Для длительных путешествий чемоданы от 60 литров. Но помните, каждый перевозчик устанавливает ограничения на вес багажа, который вы можете взять с собой в путешествие на самолете или автобусе. Допустим, вот этот чемодан подходит на авиакомпанию «Аэрофлот». Высота 55 сантиметров, ширина 25. Этот чемодан подходит на S7, ширина 23 сантиметра. Этот чемодан подходит на Якутия, ширина 20 сантиметров. А этот чемодан подходит на авиакомпанию «Победа», «Ирайра», «Нордвинд» и так далее. И то подходит, если снять колесо. Тут высота 40, 30 и 20. Чемоданы изготавливаются из пластика, ткани или металла. У каждого материала свои плюсы и минусы. Жесткие чемоданы прочнее и защитят хрупкие вещи, но они тяжелее. Мягкие материалы легкие и гибкие, но уязвимы для ударов. В последнее время стали популярны полипропиленовые чемоданы. Они тоже очень легкие, прочные и, главное, морозоустойчивые. Они очень хорошо показали в нашей республике свои свойства. А также есть чемоданы из поликарбоната. Они тоже очень легкие, очень прочные. Единственный минус, у них появиться вмятины. Колеса – самая уязвимая часть. Выбирайте модели с силиконовыми или прорезиненными колесами. Они тише и долговечнее. 2 колеса – устаревший вариант, при котором чемодан необходимо всегда перевозить за спиной под наклоном. Если багаж габаритный, возрастает нагрузка на позвоночник. Чемоданы на 4 колесах маневреннее, позволяют вести чемодан и за спиной, и рядом с собой. Но такие модели менее устойчивы на неровных поверхностях. Колеса бывают разные. Допустим, вот этот несъемный. У этого чемодана колесо несъемное, а у этого чемодана колесо снимается. Так легко снимается и надевается. У кого ломались раньше колеса, обычно выбирают чемоданы со съемными колесами. Обратите внимание также и на внутреннюю организацию. Фиксаторы для одежды, съемные разделители, карманы для документов, а также на замок. Большинство современных чемоданов оснащено кодовыми замками. Это не только повышает безопасность вашего багажа, но и значительно облегчает его транспортировку. Также стоит помнить об уходе за чемоданом после его покупки. Надетый на дорожный чемодан чехол защищает его от несильных ударов, царапин и порезов. Чехол выгоднее, чем пленка в аэропорту. На самом-то деле он окупает стоимость. Сейчас в порту очень дорого заматывают пленкой, а чехлы многоразовые, вы можете их постирать и несколько раз использовать. Проверив эти ключевые критерии, вы сможете выбрать чемодан, который станет надежным спутником в любом путешествии. И помните, идеальный чемодан – это тот, который удобен именно вам.
В списках того, что должен сделать каждый человек в своей жизни, обязательно должен быть пункт, ну, как я считаю, больше путешествовать. Но я бы еще добавил и обзавестись крутым чемоданом. Приобретите его, даже если не собираетесь в поездку в ближайшее время, ведь если в шкафу будет томиться ваш идеальный чемодан, то, я думаю, многие из вас найдут возможность отправиться в путешествие, чтобы хотя бы вывести его в свет. Да, ну а вот что взять с собой в отпуск, чтобы быть сногсшибательным в этом сезоне, какой лук сегодня точно будет в тренде, ну, во всяком случае, для женщин, мы узнаем из советов нашего стилиста. Доброе утро, дорогие друзья! Меня зовут Дарья Габышева, я персональный стилист. И сегодня наша с вами любимая рубрика «Рекомендации стилиста». Сегодня мы с вами посмотрим все-таки, какие образы лучше всего выбирать этим летом. Трендовые актуальные фасоны и, конечно, интересные модные сочетания. Все это будет именно сегодня. Специально для вас мы пригласили замечательную модель Викторию Том. Девушка с ростом 156 сантиметров, а значит, что мы с вами, невысокие девушки, сегодня будем смотреть и наматывать на ус, как лучше всего подбирать себе образы. Сегодня мы подобрали для Виктории 3 совершенно разных образа. Виктория у нас миниатюрная девушка с ростом 156 сантиметров, как я уже говорила в начале. И именно образы для такой комплекции мы постарались сегодня подобрать. Один из важных моментов, который хотелось бы отметить, что, например, юбка Макси подходит определенно всем девушкам. Самое главное – зафиксировать талию в нужном месте, как говорится. Поэтому, например, мы использовали белую длинную юбку на контрасте с темным верхом. Тем самым мы акцентировали разделительную линию, и ноги стали еще длиннее. Также можно использовать все возможные декоративные детали, например, баска, как в данном образе. Здесь у меня, например, пуговица. Также это могут быть ремни, все возможные подвязки. И в том случае тогда образы всегда будут смотреться хорошо. Мы подчеркиваем самую тонкую часть нашего тела. Это могут быть талия, это могут быть зона декольте, это могут быть кисти или запястья. Тем самым образ выглядит более утонченным, и миниатюрная девушка не теряет своей комплекции, и ей не добавляются лишние объемы. Также, конечно, идеальный вариант для миниатюрных девушек – это тотал цвет. Например, данное платье тотал черное, когда девушка полностью в одном оттенке. Тогда это тоже смотрится очень хорошо зрительно, силуэт вытягивается. Мы используем по центру пуговицы для того, чтобы зрительно вытянуть силуэт. Также это могут быть все возможные другие вертикальные линии, которые зрительно вытягивают образ. Поэтому пробуйте, экспериментируйте, будьте смелыми, не обращайте внимания на стереотипы, рост, вес и все другие, возможно, навязанные обществом правила красоты. Красивой может быть любая девушка, независимо от роста, независимо от комплекции. Мы желаем вам всего самого лучшего, отличного вам дня и уверенности. Сейчас наши коллеги из информационной службы вновь спешат рассказать о последних событиях, после чего мы вернемся и продолжим встречать сегодняшний день. Продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. В первом квартале этого года ипотечная активность в Якутии значительно снизилась. Банки выдали жителям региона более 1000 жилищных кредитов. При этом более половины из них, 583 договора ипотеки, оформлены под залог прав требования. Якутяне заключили 415 договоров для покупки квартир на первичном рынке и 168 для строительства и покупки частных домов. На Совете Дальнего Востока обсудят работу центров войн. В нем вместе со всеми дальневосточными губернаторами принят участие и глава Якутии Айсен Николаев. Также в ходе встречи обсудят проведение всероссийского турнира «Путь воина» в Якутске. Подобный формат был опробован курсантами Хабаровского филиала в рамках военно-тактической игры «Тропа воина». «Живет победа в поколениях». Именно так звучит девиз детского парада Победы, который состоялся в Якутске. В нашествии в парке Победы приняли участие 40 детских садов, 640 детей. Все они лучшие из лучших, победители международных конкурсов, чемпионы спорта, юные инженеры и знатоки родного края. В рамках мероприятия также наградили победителей конкурса макетов современной военной техники России, броня крепка и танки наши быстрые. Более 40 шедевров совместных работ детей, родителей и педагогов были представлены. Они проявили свои творческие способности, фантазию и интерес к истории и технике. Мы на этом параде участвуем уже второй год.
В прошлом году мы были новичками, тоже приложили много усилий, старались. Но в этом году мы все-таки попросили помощь у наших друзей. Это Новосибирский институт водного транспорта. Их курсанты приходили к нам каждую неделю. Большое им спасибо. И помогали нам готовиться к этому параду. Чтобы зарегистрироваться в отеле, теперь гостям достаточно просто взглянуть в специальный терминал на стойке регистрации. Система передаст необходимые данные сотруднику и избавит от необходимости предоставлять бумажные документы и заполнять анкеты вручную. Сервис заселения по биометрии интегрирован с единой биометрической системой, что обеспечивает высокий уровень защиты данных. Пользователи могут быть уверены в том, что их личная информация будет надежно защищена. Для того, чтобы воспользоваться новым сервисом, необходимо предварительно зарегистрировать свою биометрию в единой системе. Сделать это можно в тысячах отделений банков по всей стране. Стартовал открытый республиканский турнир по боксу. Перчатки скрестят 110 юных спортсменов из 5 районов республики. За медали боксеры сражаются в 14 весовых категориях. Турнир проводится в 6-й раз. Его организатором выступает Якутская кадетская школа-интернат. Соревнования посвящены 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, Году защитника Отечества в России и Году защитника Родины в Якутии. Нас очень хотят попасть, потому что у нас призы хорошие, во-первых, и детям нравится. Вот, тренера тоже знают об этом, и все своих воспитанников привозят с улусов, с разных улусов. Даже вот с Оленька прилетели. Конкуренция очень большая будет. Тут уже дети очень уже серьезные такие. Победители республики есть, победители межрегиональных турниров есть. На этом пока все. Эфир телеканала продолжит программа «Утро Якутии». Оставайтесь с нами. К слову о ближайших событиях. Фестиваль для детей и молодежи «Саин» пройдет 1 июня на стадионе Туймада. Гостей и участников ждут различные мероприятия по 4 направлениям. Это наука, спорт, искусство и креатив. Подробнее расскажут наши гости, директор парка будущих поколений Вадим Яковлев и организатор фестиваля танцор-хореограф Катерина Потапова. Доброе утро. Доброе утро. Вадим, первый вопрос вам. Вкратце, да, фестивали. Мы вкратце уже сказали, но мы совсем вкратце, да, подробнее о фестивале и о его направлениях. Вообще, вот целевой фонд давно и успешно проводит различные мероприятия с детьми по развитию их талантов. Можно условно разделить на 4 направления. Это наука, спорт, искусство и культура, креатив. И получается, для того, чтобы показать вот все вот эти мероприятия, можно сказать, разрекламировать, чем мы занимаемся вместе с партнерами, решили в таком интересном формате фестиваля провести, для того, чтобы ребята ознакомились с этими различными направлениями, чем мы занимаемся, чем можно заняться, и получили, можно сказать, различные, мы прошли мастер-классы. Такая интересная концепция была, не просто развиваться, а развиваться весело. То есть там же переводится «Саин» не просто как «лето», а «развивайся». А вообще целевая аудитория, это для кого все-таки этот фестиваль? Основная, мне кажется, основная аудитория — это, конечно, дети и молодежь. То есть каждый найдет себе что-то интересное, да? Да, я уверен, что каждому будет интересно. Придумали различные, опять же, форматы, там и мастер-классы, и флешмобы, и выставки можно посмотреть, там, самому посоревноваться, там, Digital Sport, и посмотреть различные выступления известных этих артистов. Ну вот об одной из фишек этого мероприятия мы поговорим с Катериной. Мы знаем, что вы организуете интересный танцевальный баттл, да? Да. Так как вы являетесь хореографом, да? А по каким танцевальным направлениям будут состязания? И как вообще они будут проходить? Они будут проходить 1 июня на стадионе Туймада на большой сцене. Это будут баттлы современных направлений. Это хип-хоп, там all styles, брейкинг и вакинг. Приезжают классные судьи, очень опытные, именитые танцоры, поэтому мы надеемся, что будет достаточно много участников. А коллективы будут профессиональные или любительские тоже есть? Будут и начинающие, и продвинутые танцоры. Это будут не коллективные соревнования, а соло.
То есть один на один батл, да. Я думаю, это вызовет очень много эмоций у зрителя, как минимум. Да, обычно, потому что такие батлы, это всегда так энергетически очень мощно. Это всегда зрелище. Ну а вот говоря про креативное, да, направление, Вадим, по каким, наверное, какие виды активности ожидают участников этого фестиваля? У нас несколько партнеров, с которыми мы сотрудничаем. Это мы сами будем различные мероприятия проводить. Также будут АГИКИ, колледж Аяр-Устар, цифровой колледж Синергия и медиашкола, международная школа креативных навыков. И если по направлению креатив, то у нас запланировано 13 различных мастер-классов. Это начиная там раскрашивание брелков, перекладка бумаги, там, орнаменты, там, изготовление украшений, плюс там выставка цифровых художников, выставка работ выпускников этих университетов, колледжей и различные флешмобы. И самое интересное, будет такое древо, такое трехметровое, и дети, сделав свои вот эти поделки, они могут украсить, то есть повесить свою. Такой будет и в конце надеемся, что будет, в конце будем надеяться, что будет такое красивое древо, которое можно полюбоваться, и что каждый ребенок сделал вклад. Идея прикольная, мне нравится. Да, здорово. Ну а вообще, Катерина, если говорить вот о гостях, да, которые будут присутствовать, вы уже затронули эту тему, да, это люди приезжие, мы так понимаем, да, это не с нашей республики, да? Да. А вот насколько важно вообще, так сказать, привлекать таких людей для ребят нашей республики? На самом деле это очень важно, потому что мы как регион находимся не так далеко, но ездить нашим танцорам слегка сложновато в связи с тем, что у нас билеты дорогие, да, и поэтому мы решили пригласить, да, с поддержкой танцоров и таких ребят, которые являются чемпионами в своих сферах, в своем стиле. Это Кристина Йогурт из города Казань, представляет направление вакинг, и Громов Руслан, бибой Гром, он представляет город Москва. Они являются такими ребятами, которых знают все в танцевальной культуре, в современной танцевальной культуре, и они будут давать мастер-классы и будут судить батлы. Поэтому, мне кажется, их приезд — это огромная мотивация и вдохновение для наших танцоров, потому что для них возможность к ним полететь, она меньше, чем если бы они к нам прилетели, конечно. Все верно. Ну а вообще, насколько популярны сегодня современные танцы, да, и почему ребята выбирают именно такое направление? Сейчас, конечно, очень в социальных сетях, например, да, благодаря им частично они очень хорошо развиваются. Они, конечно, уже давным-давно есть в нашей культуре, но сейчас их танцуют больше людей, и хотят тренироваться больше ребят, хотят себя показывать, хотят больше войти в этот какой-то поток, да, танцевального творчества, где сейчас в мире это все очень классно развивается. Поэтому в Якутске, мне кажется, что у нас танцоры очень мощные на самом деле, и поэтому, если мы выезжаем, то мы действительно приезжаем с каким-то результатом. То есть современный танец в республике развивается? Да. Здорово. Вадим, вернемся к вопросу про дерево, ну и от него, я напомню, что интересная мысль, да, что нарисуют участники разные работы, и потом в одно дерево какое-то это соберется. Вообще, в целом, про художников-дизайнеров, какие в рамках фестиваля у них будет возможность, какими возможностями они смогут воспользоваться, как-то так сказать? Так, во-первых, они могут нарисовать, допустим, на планшете или на бумаге то, что они хотят, допустим. То есть уже разные технологии. Есть 3D-принтер, допустим, будет 2 3D-принтера. Они могут, допустим, кто-то нарисовал маскот или там какую-то там интересную там игрушку, тут же распечатают, и он сможет раскрасить и повесить на дерево. Есть орнаменты. То есть можно творчество с бумаги перенести уже в формат 3D-модели? Да. А может быть, и в обратную сторону, почему бы нет? Да, есть такие традиционные, допустим, поделки, есть и современные. Современные, да. То есть максимальное поле изображения, наверное. Да. Ну а вообще в целом, какую лепту вносит парк будущего поколения в развитие детского творчества в целом? Ну, тут детское творчество, можно сказать, традиционное название. Есть современное такое новое название, которое используется сейчас, это креатив. Креатив — это не только
творчества, креативной индустрии, то есть там, дизайн, анимация, кино и так далее, но и креативное мышление, то есть развитие креативного мышления. То есть любой специалист должен быть развит в любой сфере, то есть это гибкость ума, оригинальность мышления, там, находить различные решения. И в этом направлении мы работаем, то есть не только готовим детей, там, различные фестивали проводим по кино, анимации и так далее, но и в общем развиваем людей по этому направлению. Спасибо большое. Мы уверены и мы надеемся на то, что фестиваль молодежи САИН пройдет на ура 1 июня на стадионе Туймада. И многие ребята, дети вдохновятся, ощутят все-таки это летнее настроение. Ну и, собственно, ощутят возможность реализации своих идей, наверное, вот так бы хотелось сказать, потому что самое главное, наверное, в жизни — это иметь возможность свои идеи реализовать. Маленькие, большие, неважно, главное, чтобы они реализовывались. Екатерина Вадимовна, вам еще раз спасибо. Хорошего вам дня. И вам, дорогие зрители, тоже отличного настроения на сегодня. Завтра вновь встретимся в этой студии. Всем прекрасного доброго утра, хорошего настроения. Ну и, конечно, прекрасного такого весеннего, солнечного настроения.